Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Они несут в мир гармонию, заботятся о детях, поддерживают огонь домашнего очага. Мужчины сегодня поздравляют женщин с 8 марта. Быть председателем правкома нелегко. Расскажем о женщине, которая 2 срока несет на себе большую ответственность. Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 миллионов человек. Достаточно ли этого для формирования коллективного иммунитета? Международный женский день отмечается сегодня. Праздник связан с достижениями женщин в политической, экономической и социальной областях. Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста. Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах, как и в России, этот день является национальным праздником. Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, а также демографического бума. Президент Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта. А глава государства отметил, что девушки несут в мир гармонию, заботятся о детях, поддерживают огонь домашнего очага и развиваются профессионально. Российский лидер отдельно отметил труд женщин-медиков, которые проявляют душевную щедрость и профессионализм и во время пандемии коронавируса. В завершении Путин пожелал женской половине населения страны здоровья, успехов, счастья и взаимопонимания с близкими. Дорогие женщины России, поздравляю вас с Международным женским днем, с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром. Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. Поздравил женщин с Международным женским днем и глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что в современном обществе женщины являются не только хранительницами домашнего очага, но и активными участниками жизни общества. Дорогие женщины, күндү караңадырбыт. Поздравляю вас с первым весенним праздником Международным женским днем 8 марта. С незапамятных времен мы, северяне, уважаем и почитаем женщин, дарующих и продолжающих жизнь, берегущих тепло и уют семьи, сохраняющих духовные ценности народа. Женщина – настоящее олицетворение чуткости, нравственности и милосердия, передающая новым поколениям вечные ценности – любовь, добро и веру. В современном обществе женщины являются не только хранительницами домашнего очага, но и активными участниками жизни общества. Без вас невозможно представить развитие нашей любимой республики. Наделенные неисчерпаемой энергией, вы показываете пример мудрости, высокой ответственности и профессионализма. Какую бы работу вы ни делали, она всегда будет исполнена с особым усердием и тщательностью, как это умеет делать только женщина. Благодаря вашей поддержке, мудрости, нежности и терпимости мы, мужчины, готовы к новым свершениям и подвигам. Милые женщины, вы делаете мир светлее, окружаете нас любовью и заботой, наполняете нашу жизнь особым смыслом. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиянок с Международным женским днем с борта МКС. Куть-Сверчков пожелал представительницам прекрасного пола в праздничный день услышать слова любви, почувствовать внимание, заботу своих близких. В свою очередь, Рыжиков подчеркнул, что женщины делают мир лучше и добрее. Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры,
Дорогие жены и дочки, Поздравляем вас с началом весны. Весна – это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее. пусть каждая из вас услышит слова любви, почувствует внимание и заботу своих близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом. К 8 марта в здании правительства Приморья зажгли огромное сердце. Инсталляция появилась благодаря работникам, включившим свет в своих кабинетах в определенном порядке. Акция приурочена к Международному женскому дню и должна повториться еще раз сегодня вечером. На фасаде здания краевого правительства 144 светящихся окна сформировали образ огромного сердца. Ближе к 21:00, когда уже стемнело, гигантский символ любви бросался в глаза за многие сотни километров. Девушки и влюбленные пары не могли просто так пройти мимо и фотографировались на фоне инсталляции. Эксперты назвали самые женские профессии в этом году. Лидирующую позицию занимает менеджер по персоналу. 87% таких работников – дамы. На втором месте экономист, 79% специалистов в этой сфере – женщины. На третьей позиции финансовый аналитик. Женщин в этом деле 68%. Такие данные привел портал Суперджоп, изучив свою базу резюме. При этом среди менеджеров по продажам ситуация обратная – 60% против 40% в пользу сильной половины человечества. Рекламные и пиар-отделы компаний укомплектованы женщинами на 63 и 62% соответственно. Кроме того, в большинстве дамы и в таких профессиях, как эколог и архитектор. Между тем, быть председателем правкома нелегко, ведь профсоюзную работу приходится совмещать со своей должностью. Нужно быть фанатом профалмаза, так говорит героиня нашего следующего сюжета. Марина Сакулина работает председателем профсоюза обогатительного комплекса поселка Алмазный, бывшего прииска Ерелях, 2 срока. В преддверии Международного женского дня с Мариной встретились наши коллеги. Кипа документов, объявлений и грамот. У Марины Сакулиной типичный кабинет председателя правкома. Здесь и подарки для женщин к 8 марта, и заявления для вступления в профалмаз и профсоюзные карты. Должность распределителя работ обогатительного комплекса Марина Петровна совмещает с председательством 2-й срок. Коллеги ей доверяют. Получается, в отпуске была, в другом месте за пределами. Ну и когда произошло собрание, вот это поступило предложение выбрать. И прямо мне с собрания позвонили и говорят: если за тебя проголосуют, ты согласна быть председателем? Я сказала да. И когда все это прошло, ну это все официально, это все было в присутствии председателя правкома Мирнинского ГОКа. И все, и по процентам там получилось, что я была первой, и меня выбрали, оказали доверие. Профсоюзники прииска Ирелях – одни из самых активных завсегдатаи мероприятий профалмаза. Не без помощи председателя Марины Петровны. Более лучшего председателя я и не видела, потому что человек помимо культурной работы, он занимается же и производственной, и общественной. Люди обращаются к ней за любыми вопросами и в свои компетенции тем, что может, тем и помогает. Марина Петровна вообще зажигалочка в нашем коллективе, в нашем профсоюзном звене. Я не знаю, что мы бы без нее делали, потому что человек, который отдает полностью себя, свое время, свою душу, ну вообще молодец. Марина Петровна признается, с нетерпением ждет смягчения ограничений. Профсоюзники не привыкли сидеть на одном месте. Хочется выездов на природу, соревнований и культурных мероприятий. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Далее об эпидобстановке на сегодня. 38 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за сутки, сообщает республиканский оперштаб. Так, в Якутске заболели 27 человек, в Нерюнгринском районе 3 случая, в Кобяйском, Мирнинском, Татинском по 2, в Ленском и Мегино-Кангаласском районах по 1 новому случаю коронавируса. За сутки лаборатории республики провели 667 исследований на COVID-19.
Тем временем число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 миллионов человек. Согласно подсчетам ТАСС, привиты почти 4% населения планеты. При этом во Всемирной организации здравоохранения ранее отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать около 70% жителей Земли. А глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указывал, что пандемия завершится только к началу следующего года. По доле привитого населения на первом месте Израиль. Там вакцину получили более 97% граждан. Второе занимает Сейшельские острова, третье – Объединенные Арабские Эмираты. Правительство России упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности. А требования к выдающим ипотеку организациям, напротив, ужесточили. Выдать ипотечные займы сейчас могут не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за которые отвечает Дом РФ. В соответствии с правилами, установленными правительством в марте прошлого года, претендовать на включение в перечень могли компании до октября 2019 года, выдавшие не менее 200 ипотечных займов. Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем портфолио. В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей. Минимальный срок – 36 месяцев. Почти 5 миллиардов рублей направят семьям в Якутии при рождении детей в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Владимиром Путиным. Об этом рассказала замминистра труда и соцразвития региона Елена Теплякова. По ее словам, за последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми по линии министерства, увеличился почти в 2,7 раза. Объем финансирования вырос за счет изменения критериев нуждаемости при назначении ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка с 1,5 до 2-кратного размера прожиточного минимума. Также был увеличен срок выплаты указанного пособия от 1,5 лет до достижения ребенком 3-летнего возраста. В 202-м микрорайоне Якутска будет построена набережная имени Романа Дмитриева. Об этом объявили на памятном мероприятии, которое состоялось в столице республики. 7 марта олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону СССР, мира и Европы, заслуженному мастеру спорта по вольной борьбе исполнилось бы 72 года. Руководство республики и города Якутска, друзья и родственники, а также земляки почтили память великого спортсмена. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.